Сегодня в автономном учреждении дополнительного образования ФОК «Локомотив» города Канаш Чувашской Республики состоялся День открытых дверей. Были приглашены все желающие. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Локомотив» каждый начинающий спортсмен найдет направление по своим интересам. Секции, в которые мы осуществляем набор, первое – это плавание с 9 лет. Дальше идет футбол, легкая атлетика, вольная борьба, лыжные гонки, гиревой спорт. Сегодня у нас день открытых дверей. Сегодня придут родители, чтобы записать своих детей в секции. И, наверное, самое распространенное – это, конечно, плавание. Потому что очень много людей хочет попасть на плавание, научить детей плавать и вообще держать себя в тонусе. И вот это самый, наверное, такой ажиотаж всегда происходит. Дальше это у нас футбол. Футбол тоже не всегда в городе Канаш был и неплохо играли. Сейчас секции есть также. Я думаю, народ тоже будет. Вольная борьба. Дальше легкая атлетика. Легкая атлетика всегда славилась своими результатами, так же, как и вольная борьба, конечно. Есть гиревой спорт. Недавно в гиревом спорте один из учеников стал кандидатом в мастера спорта по этому виду спорта. Является сейчас членом сборной Чувашии по этому виду спорта. Есть еще у нас секция лыжных гонок. Здесь, в спортшколе «Локомотив», каждое занятие по отдельному виду спорта проводят опытные тренера. В этом учебном году я буду тренировать две группы воспитанников. Первая группа – это тренировочный этап после 2 лет обучения. В этой группе должно быть 8 человек. У меня 8 человек есть. Все они имеют спортивные разряды. Есть 4 чемпиона Чувашской Республики, 1 кандидат в мастера спорта есть, победитель турнира в городе Казани в апреле месяце, участник чемпионата Приволжского федерального округа Грачков Данил, учащийся 11 класса уже с 1 сентября школы номер 6. У меня тренируются девочки, например, Николаева Карина, уже 3 года тренировалась, имеет 3-й взрослый спортивный разряд. Но почему девочки? Не все девочки ведь хотят быть хрупкими, нежными. Некоторые хотят быть сильными, волевыми и добиваться личных успехов. В других видах спорта там играет команда. В команде труднее результата добиться. А гиревой спорт – это сугубо индивидуальный. Здесь результат зависит только от самого себя. Будешь ходить регулярно и выполнять указания тренера, значит, будет у тебя хороший результат. Ко мне часто приходят ребятишки в возрасте 13 лет, а масса у них за 100 килограмм. В других видах спорта у них плохо получается, и над ними смеются. А у меня уважительное отношение друг к другу. И при том каждый работает, как я уже сказал ранее, индивидуально. Ни от кого он не зависит. Вот это привлекает многих. Ну и также гиревой спорт – это спорт сильных. Кто желает стать сильным, он приходит в мою секцию. Я занимаюсь уже на протяжении 3 лет. Я выбрала этот спорт, потому что мне нравится тяжелая атлетика, просто заниматься. Ну, друзей у меня здесь, конечно, появилось очень много, как-никак социализация, вот, и новое общение. Если заниматься каким-либо определенным видом спорта нет желания, то можно посещать любительские тренировки, такие как тренажерный зал, бассейн, универсальный спортивный зал, физкультурно-оздоровительные занятия в борцовском зале, занятия в зале аэробики и другие. Необходимо отметить, что в ФОК «Локомотив» занимаются многие жители разных районов нашего города. Стать частью спортивной семьи сможет каждый желающий. О секции я узнала от учителя физкультуры, школьного учителя физкультуры. Давно было в планах записать ребенка на плавание, но сами не могли выкроить время. Сейчас вот начало учебного года, жизнь как начинается заново, и поэтому мы во что-то новое хотим влиться с началом этого учебного года.
Хотим попробовать пойти на плавание, потому что ребенок не умеет плавать, а возраст уже довольно-таки достаточный, чтобы обладать этим умением. Поэтому пока первично выбираем плавание. Потом посмотрим, если что-то еще понравится, будем продолжать заниматься в других секциях. Дорогие жители, приглашаем вас заняться спортом в нашей спортшколе «Локомотив». Мы находимся по адресу город Канаш, Карл Маркса, 9. Время с 8 до 9. Всех будем рады видеть. Людмила Матвеева, Павел Демин.